Добрый день, дорогие телезрители! В эфире очередная программа «Интервью». Сегодня мы находимся на выставке производителей экопродукции, также ремесленников. Называется «Нукура». Будем разговаривать с организатором этого всего мероприятия, соорганизатором Айджан Джекупбек. Здравствуйте, Айджан. Здравствуйте. Что здесь интересного мы представили и какая часть товаров, допустим, вывозится, наверное, на экспорт, да, то есть или намереваются? Ну, скажу вначале, что аграрная платформа – это объединение, которое поддерживает производителей и вообще в целом аграрный сектор. И здесь различная продукция, вот есть сухофрукты, различная свежая продукция, именно эко, мед и различная пчелопродукция, да, вот такие красивые упаковочки, то есть все очень аккуратное, то есть брендированное, такое вот красиво упакованное, радующее глаз. Мед, различная пчелопродукция, то есть мед очень разный, есть кремированный, есть специфический, да, есть белый, есть горный, есть... Белый? Да. Это белый. что за мед? Белый – это эспарцель. Чем полезен этот мед? Гипоаллергенный. А вообще в Кыргызстане первое место занял Башинский белый мед. Мед – это бренд Кыргызстана, на самом деле. Различные компании, которые у нас работают на экспорт продукции, представляют свои виды, свои компании, свой бренд. И многие из них экспортируют продукцию уже за рубеж, в такие страны, как в арабские страны, страны Европы, да, сухофрукты, да, сухофрукты, соки различные, полезные десерты, то есть это именно десерты, которые сыроедческие, да. Вот, например, десерты полностью натуральные, которые делаются, то есть не где-то вот в крупных фабриках, а именно вот каждый десерт имеет свой подход. А здесь у нас компания, которая производит сыры различные, тильзитский, голландский, это всеми любимая классика, чечел для любителей более пикантных вкусов, куруты. И далее мед. также мед. Да. Да. Медовая продукция Медовой у нас всегда продукции много, самая-самая. Ага. Вот, Так, здесь? этноконфеты различные, да, это этноконфеты с национальным колоритом. Пробовали, дорогие? Да. Хорошо. Зато это что за хороший ель бренд. здесь у нас? У нас здесь компания, это крупный питомник Бишкека, который привез сюда очень различные виды хвойных изделий, то есть чтобы все было настолько концептуально, прям вот на самом деле Новый год чувствовался, запах, вид, чтобы это все было хвойное такое и людей готовило к тому, что скоро уже Новый год. Многие наши питомники выращивают саженцы для Таджикистана, Узбекистана и даже Казахстана. Продуктовая такая часть, она называется Алма-Экспо, мы ее проводим уже 3-й год подряд. На самом деле это идет поддержка очень хорошая наших производителей. Вот, мы проводим ее 3-й год подряд. Здесь мы в этом году мы решили расширить проект, добавить ремесленников и сделали вот такое масштабное мероприятие. От нашей организации здесь участвуют 35 производителей различных, да, то есть это экопитание, это натуральные продукты, это такие виды, вот здоровые завтраки, это healthy food, да, вот что-то такое, к чему нужно приучать народ, чтобы он питался правильно, чтобы он питался вкусно, чтобы была здоровая нация. Здесь у нас производители из Иссык-Кульской области, это фермерское хозяйство, которая живет по принципам эко. В энергоэффективных домах не используют абсолютно химикатов, используют то, что дала природа, то есть дары природы. Да? Есть такие продукты, к которым нужно приучать кыргызстанцев, но которых нет пока у нас. Сейчас это уже модно. Да, и это модно. Вот компания, например, которая выпускает натуральный хлеб, то есть тоже без маргарина, например, на натуральных дрожжах, то есть на натуральных заквасках, да, потому что все знают, что
Ну, маргарин это искусственный продукт, он вреден. То же самое дрожжи, потому что способствует там, диабету, да, ожирению и тому подобное. Здесь производители у нас используют именно натуральные продукты, потому что это концепция, это философия. Мы придем к тому, что Кыргызстан станет не только сам употреблять и покупать, но и производить такую продукцию. То есть это экономически выгодно, и в то же время это хорошая философия. Например, кушать правильный хлеб, да, который сделан на натуральной закваске. Использовать масло, которое... Вот у нас уже появились производители, которые начинают производство масличных культур. На самом деле это все возрождается только сейчас. Очень много сейчас из Исыкульской области начала подниматься в плане производства. Да, мы понимаем, что у нас юг очень хорошо, да, в этом плане уже давно работает, но остальные регионы тоже начали массово, действительно начинают в скором времени при хороших объемах может в брендированном виде выходить именно Made in Кыргызстан. Да? То есть такие ярмарки — это очень хорошая возможность себя показать. А сейчас пройдем и посмотрим на работу ремесленников. Продолжит нашу мини-экскурсию Назгуль Ишенбаева, соорганизатор. Да, здесь, я так поняла, проходит мастер-класс. И сколько ремесленников выставили свои работы? Я так поняла, что со всего Кыргызстана, да, раз уж продукцию выставляют. Да, совершенно верно. У нас участвуют ремесленники со всех регионов Кыргызстана. Сейчас, вы как видите, проходит мастер-класс, показывают наши молодые рукодельницы. Кто где что любит больше делать, да, изготавливать, да, скажем? Как таково отличие только в том, что каждый регион делает продукцию, кто-то из войлока, новая продукция, то есть с использованием натурального сырья, новая продукция, в новом направлении. Давайте пройдем сюда. Вот здесь у нас идея из Алая. Она создает вот такие киизы. Видите? Это очень большой труд. То есть тоже в новом веянии, да, новые цветовые гаммы, натуральное сырье. Только кол менен соғылат. Ар бир жибини кармап байлап, анан деген основасы менен бекитип, токмок менен уруп, анан бетин тарбаштап тегиздеп чыгыш керек. Бул жүл килем деп коет, варсовые деп. Анан арабы дегени бар, ал без варсы. Аны дагы согобуз. Бүгүн бирөө бар эле, бирөө алып кетишти сатып. Канча жылдан бери негизи ушул сокмо иши менен алектенесиз? Мен өзүм апам, атамдар деген жалгыз атам иштегендиктен мугалим болуп, биз 11 тууган болгондуктан апам дайыма килем кылып сатып, бизди каражат менен камсыз кылчу да. 4-классымды бүткөн жасымдан баштап сокконмун. Азыр эми өзүмдү келин кыздарга үйрөтүп, кооперативим бар, Бүзейнеп эже деген кол өнөрчүлүк. Ошо кооперативде келин кыздарды үйрөтөмүн, и килем соктурамын ушундай. Туристтер менен көп иштешесиңер болуш керек да. Анан кийин алар кайсыл продукцияны жакшы көрүшөт? Алар көбүнчө боелбогонду жакшы көрөт. Ошонун үчүн мен ыгалдым дагы кийинки убактарда натуральный өңү менен сого баштадым. Көбүнчө туристтер ушу боелбогонду жакшы көрүшөт. Это книжка-сказка из войлока, да. Это мозаичный, то есть барашка поела на лугу и ушла в другое место пастись. Солнце выглянуло, солнце зашло. Наши рукодельницы умеют теперь создавать вот такие книжки. Модные новые изделия, новых цветов. Да, если только что говорили про натуральность цвета, то это отличается кардинально. Это яркость. Это для молодых Можете примерить? девушек. Я даже не знаю, мне это подойдет или не подойдет. Давайте посмотрим. Можно? Тут у меня есть. Отлично. Нет, мне кажется. Здесь предметы интерьеров для кухни. Это скатерти, да. Это сейчас модно, знаете, да. Это подложки для чайников. В центр стола расстилается все это. Это для декорации, для декора. Проект поддерживает Бишкекский деловой клуб в рамках проекта «Найстак». Вот. И добро пожаловать на наш мастер-класс. Можете что-нибудь изготовить? Окей, спасибо вам большое. Назгуль, успехов. Спасибо. А сейчас мы попробуем что-нибудь сделать своими руками. Вместо Мауса у меня получилась голова медвежонка, наверное, из мультика «Маша и медведь». Это украшение я себе сделала буквально за 3 минуты.
Напомню, что в эфире была программа «Интервью». С вами была я, Ширина Санакунова. Мы находимся на выставке ярмарки «Нукура». Это для ремесленников и производителей сельхозпродукции. Оставайтесь с нами. До новых встреч!